Сегодня мы проводим презентацию новой книги Надежды Георгиевны Нелидовой. Это уже 5-я книжка автора. Она называется «Милый, милый совколор». И для того, чтобы представить книгу замечательного автора, если вы читали наши пресс-релизы, наши материалы, то вы, наверное, знаете, что Надежда Георгиевна работала журналистом. Больше 10 лет она работала в «Удмуртской правде» с обкором по Глазовскому району и Глазову. Очень много помогала людям. А сейчас, я думаю, ее тексты помогут вам в чем-то разобраться, как-то разобраться в себе, может получить удовольствие чисто эстетическое, вспомнить детство, насладиться хорошим языком. Поэтому приглашаю вас после мероприятия читать книги Надежды Георгиевны и вы получить автограф автора, конечно, это святое. И сейчас мы начнем представлять вам тексты, которым сделана презентация, то есть фотографии, которые, на наш взгляд, отражают или как-то перекликаются с тем, о чем мы будем говорить, то есть читать. Вы как хотите, а существует рядом с нами параллельный мир, где остановилось застывшими кадрами наше детство. Терпеливо, кротко ждет, когда коснемся воспоминаниями того безмятежного времени, и кадры задвигаются и расцветятся, зазвучат родные голоса, захлопают калитки, заскрипят колодцы, оживут пухлые причудливые облака, солнце прольет лучи и замелькают штакетины соседского покосившегося забора. Вот интересно, если бежать, щурясь вдоль забора, сквозь который бьет заходящее солнце, отчего в глазах прыгает полосатый красный огонь? Я, маленькая преступница с мокрыми волосами, в прилипшем сарафане, со всех ног несусь с пруда после запретного купания. Соображаю, как бы проскользнуть в дом, не попавшись на глаза строгим родителям. В начале лета мама привозила из райцентра корзину с невесомым, шевелящимся, звонко пищащим, пухлявым облачком внутри. Цыплята. Забота на все каникулы. Кормили мелко порубленным крутым яйцом и пшенной кашей. Поили розовой марганцовой водичкой. И все равно 2-3 нежных птенца умирало у нас на руках. Устраивались похороны с укладыванием в обувную коробку, с похоронной процессией, украшением могилки цветами и бутылочными стеклышками. Остальные цыплята вырастали, становились голенастыми и шустрыми. Попробуй их на ночь или перед грозой загнать в решетчатый крытый загон. А тучи на горизонте все зловеще. Ее черно-фиолетовое брюхо волочится по холмам, бухнет на глазах. От раскатистого грома в маленьких сердчишках вспыхивает жуть и восторг. Порывы ветра задирают короткие платьишки. В ноги больно впиваются песчинки и мелкие камешки. А несносный последний цыпленок все еще не пойман, притаился в лопухах. Новогодний вечер папа менял лампочку на голубую, и детская озарялась лунным светом. Таинственно поблескивали игрушки на елке. Все игрушки наперечет помню. Однажды братья принесли из леса вместе с елкой, как в сказке, большого черного кота. Нашлись же злые люди, унесли плохой лес, привязали к дереву. Мы назвали кота Василием. Весной Василий родил котят и стал Василисой. Детство. Это старый пруд за сосновым бором. Лишь маленькая часть маленькая чистая заводь, пригодная для купания. Все остальное цветет и затянуто зеленью. Если упустишь мальчишек в лодке, тебе срежут резиновые, розоватый стебель с цветком кувшинки. Слишком точеный, фарфоровый, холодный, чтобы быть живым. Уткнешь нос в слабо, нежно благоухающую сердцевину и ходишь с желтым носом и одурелыми глазами. Знаешь, что такое кувшинка? Это русалкины духи. Жидкое тесто заквашивалось с вечера. От него пахло кисло и сладковато. На поверхности лопались пузырьки. Утром мы просыпались от потрескивания дров в русской печи. Разумеется, сложенных в колодце. 4 вдоль, 4 поперек, 4 вдоль и так далее. Гремела знаменитая чугунная черная сковорода. Мама ловко вертела ею перед огнем, насаженной на палку ухватку. А блинами так вообще жонглировала. Хоп, подброшенный кистяной круг подпрыгивал, переворачивался и смачно шлепался ровно на место. Блины получались гладкие и белые, только кое-где чернели крапины от стрельнувших угольков.
Блюдце с густым, растопленным подсолнечным сливочным маслом. Все в рыхлых белых пенках. Еще одно с маслом и распущенными в нем яйцами в смятку. Это самое вкуснятина. Блюдечко с мелко порубленными рыжиками и чесноком, заправленное постным маслом. Фу, а папа обожает. Блюдце со сметаной, которая не падает с блина, как ни тряси, а сидит плотно, как шапочка белого зефира. Не балуйся за столом. Блюдечки с вареньями, минимум 4 сортов. Земляничным, малиновым, крыжовенным, смородиным. Глаза разбегаются, не знаешь, куда макнуть блинчик. В результате алчно тычешь туда и сюда. И очень скоро сметана окрашивается в розовый вареньевый цвет, а варенье расплываются масляные и сметанные разводы. Ко мне несется маленький брат. Перепрыгивает через картофельные гряды, размахивает газетой с телепрограммой. «Надюшка, со следующей недели тени исчезают в полдень», показывают. Ура! Это праздник. И сразу шарик солнца ярче, и небо голубее, и колючие молочая, пачкающие руки липким соком, и норовящие зацепиться корнями в земле, пропалывается легче. И пчелы атакуют не так зло, и противные кролики. Нет, они не противные, а милые, но такие прожорливые. Так трудно каждый день, до крови на руках, рвать для них траву в ближнем леске. Но теперь все освещено радостным, нетерпеливым предвкушением телевизионного праздника. Вернее, целых 7 по числу серий маленьких праздничков каждый вечер. Это сейчас замечаешь в блеклой цветке на пленке, так называемый софт-колор, размытый, желто-коричневый, как сквозь немытый аквариум, и бросаются в глаза сквозящий во всем глубок, и сшитая белыми нитками пропаганда, и наивная прямолинейность, но вот все же зацепили фильмы тех лет и до сих пор не отпускают, потому что из детства, потому что верили. Мы на улице Свободы проживали наши годы, там, где разные народы поселили в общий дом, где отчизна всем знакома, от двора до гастронома, и ларек манил нескромно разговорным языком, где отчизна всем знакома, от двора до гастронома, и ларек манил нескромно разговорным языком. Мы на улице Свободы вдоволь видели природы, все победой жили гордо, хоть прошло немало лет. Где вы, пленные мадьяры, что дрова кололи рьяно, все-то нам казалось рано, до эпохи скинул след. Где вы, пленные мадьяры, что дрова кололи рьяно, все-то нам казалось рано, до эпохи скинул след. От улыбки или старки поцелуи стали жарки, а еще там были марки, что дарил сосед моряк. И за то спасибо, Шуря, сверхсекретнейшей натуре. Вы бывали в Сингапуре? Но Шура только так. И за то спасибо, Шуря, сверхсекретнейшей натуре. Вот вы бывали в Сингапуре? Но Шура только так. Где-то улица Свободы, детство, голубые свободы, ресторан под боком, отдых, еще нет кафе «Пингвин». Даже если с переплатой не купить билет обратный, свободный, бородатый, я стою совсем один. Даже если с переплатой не купить билет обратный, свободный, бородатый, я стою совсем один. Надежда Нелидова. Милый, милый совколор. Фрагменты из книги. Зато в крайней избушке-развалюшке Гену ждали как самого дорогого гостя. Баба Афанасия и зашедшая к ней в гости баба Римма, ерепенские долгожительницы. Обе в плюшевых, в твердых фартуках, торчком торчащих поверх юбок.
и сияющих, как солнышки, резиновых колошках поверх новых валенок, очень и очень нарядные. Они стояли в калитке с трясущимися головами, с румяными от волнения и холода, как увядшие яблочки, морщинистыми щеками. Так что я придумал? Помаленьку экономлю и раз в месяц отправляюсь на рынок. Вырезка за 300 рублей. Мимо. Косточки с мякотью за 150. Мимо. Да эдак важную еду, задрав нос, видела бы ты, Женечка, в конце ряда подноса с говяжьими лытками. Прошу порубить мельче, и дома навариваю ведерную кастрюлю холодца, тугого, стеклянистого, на кончике ножа дрожит. Вкусно до невозможности, сытно и для растущих ребячих косточек полезно. Завтра и тебе сварю. Рассказ 32 жемчужины. Встала коленями на гладкую, теплую от солнца корягу. Напилась из ворчливого ледяного родничка маленькими, перехватывающими горло глотками. Поела захваченный с собой хлеб. Намочила платок, отерла лицо, шею и грудь. Она всегда в этом месте устраивала передышку. Рассказ «Жара». Когда Михаил рассказывал деревенские истории, у него при этом делалось хорошее детское лицо. Сижу, значит, на берегу омутка, травлю уду. А рано еще темно, тихо-тихо слышу чап-чап. Потом плюх-плюх в воду, брызги, кто в тумане, не видно. И снова чав-чав, да громко, вкусно так смотрю. Эта щука высунулась, обрывает спелую смородину. Та над самой водой свесилась. Стоит то ли на хвосте, то ли как изловчилась, и жрет, чавкает, как поросенок. И сама, как поросенок, гладкая, увесистая. Инна запрокидывала голову и счастливо смеялась. Рассказ «Жестокие нравы». Это была Михайлова племянница, 8-летняя длинноножка Совка. Каждое утро она неслышно возникала в дверях, обнимала косяк и с любовью смотрела на гостью. Убедившись, что та не спит, юркала в теплую постель, прилипала как листок, обвивала тонкой черной от загара ручкой, выбалтывала на ушко семейные секреты. Что бабушка Алена хочет сыграть свадьбу непременно в районном ресторане, и чтобы все было как у людей, и перед людьми не было стыдно. Для этого осенью она свезет на мясокомбинат овечек и свиней и продаст на рынке флягу меда, а не хватит, снимет с книжки. Рассказ «Жестокие нравы». На заре она открывала глаза и блаженно щурилась. Солнышко. Переводила взгляд за окно. Там за забором, подпрыгивая, плыло солнышко поменьше. Лысина дяди Коли. Спешит открывать, хлопотун, задохнувшиеся за ночь парники и теплицы. Снимать на салат колючие, как кактусы, молочные огурчики. И все слишком хорошо, так что хочется плакать. И все время какие-то птицы верещат, вскрикивают странно, печально, жалобно, в унисон растревоженному, томному Ининому настроению. Рассказ «Жестокие нравы». Когда садилась за лес красная, прозрачная, как уголек солнца, Прокопиха полила соленого, пожаренного, ржущего жеребцом Митю у колодца из ведра колодезной водой. И захромала в избу разогревать на керосинке ржаные пироги с картошкой. Когда пришла звать на ужин, он мертвецки спал на своей полке в сенях. По нему, задумчиво кока-кокая, гуляла курица, доверчиво сажала теплые, дымчато-топазовые кляксы. Рассказ агорафобии. Он вышел на перрон и увидел тот же бурьян, окурки, плевки, понурые лица. Там, на других берегах, ностальгируя, писал: и те же милые, опущенные лица, как будто вырубленные топором. Ностальгия как ветром сдула. Со дна души поднялось и уже не оставляло раздражения. Рассказ «Кукольный дом». Вздрогнули. Поехали. Понеслись. Шахнули, чпокнули, дерябнули. Ну, желаю, чтобы все. Какие напитки, такие и толстые. Восклицания и собеседники, собутыльники. Какая история может быть у 40-градусной водки, грубо говоря, разбавленного спирта? Еще грубее легализованного государством жестокого наркотика. Утренние сотрясения унитаза, цирроз, мордобои, поножовщина, грязные окровавленные трупы. Питье не для усложнения, а для оглушения башки, чтобы забыться от беспросветной жизни. Рассказ «Бабкократия».
Мелькают указатели с названиями деревень. Ну, с Заболотным, Долгоевым, Кабаковым относительно понятно, но откуда взялась деревня Адам? Чубаны? Остается только догадываться. Или, скажем, Васютинки. Васюта, я ее вижу босоногой могучей женщиной в широкой холстинной рубахе, чтобы свободнее было справлять тяжкую крестьянскую работу. Под низко надвинутым на лоб платком глаза неожиданно озорные, синие, как предгрозовые озера. Детишек полный двое, те своих нарожали, целая улица синеглазых васютенков. А рассказ «Отечественный фильм «Катастрофа. Борщевик». Быстренько соорудила стол. Марина с детства сладкоежка. Лакомилась медом, возила в банке большой ложкой, урчала, как медвежонок. Вымазывала подбородок, слизывала прозрачные янтарные медовые усы. Рассказывала, как нынче пошли юридически грамотные бомжи. Недавно до помойки отыскала колоритную бомжиху для зарисовки. Уговорила позировать за пол-литра рябиновки. Бомжиха ее тут же и выдула. Отшвырнула пустую бутылку и говорит: или ставь ящик водки, или давай 1000 рублей. Прав не имеешь, папарация хренова, щелкать рыло без моего разрешения. Но Рябиновка, а где та Рябиновка? Рассказ «Не пироги до пышки». Еленкины родители работали в школе учителями. Тогда школьников часто отправляли на полевые работы. Иногда мама брала Еленку с собой. Запомнилось: колючие тяжеленькие косички колосьев, обочина дороги синяя от васильков. Мамины ученицы плетут для Еленки венки, сюсюкают над ней, спорят, кому нести ее на руках, когда Еленка устает. Рассказ «12 часиков». Колония встретила Янку запахом побелки и краски на плацу и вонью хлорки и капусты в столовой. К концу первого дня от перенапряжения у нее разболелась голова. Столько сегодня промелькнуло перед ее глазами: старых и молодых, равнодушных и любопытных, миловидных и безобразных, хитренько оживленных, как у лисичек, и каменно-угрюмых. Лица эти сливались в пеструю, бешено прокручиваемую ленту, даже когда она закрывала глаза. Рассказ «1001 ночь» ВК общего режима. Еще у бабы Лизы были сережки. Ой, какие! Никогда потом в жизни Еленка не видела таких ярких, пронзительно синих прозрачных камушков. Хрустально чистые, рассыпающие искры, горящие сгустками небесной синевые огоньки. Однажды мама надолго ушла куда-то. Вернувшись, сказала: умерла бабушка Лиза. Ее закопали? Конечно. Еленка долго ходила, сдвинув бровки, раздумывала. Уточнила: а сережки сняли? Нет, конечно. Ужас! Еленка представила картину. Глубоко-глубоко под землей во тьме, в наглухо заколоченном ящике невидимо, неугасимо горят сами в себе живые синие огоньки. Рассказ «12 часиков». Отгорает летний закат, темнеет, уютно зажигаются фонари окна домов. Все чаще слышны размазывающие комаров шлепки по исцарапанным голенастым рукам и ногам. А одежда все богаче и пышнее, а фантазии все неистощимее и невероятнее, и нет сил прервать этот чудесный бал одежи, о которых мечтают девчонки в выгоревших, застиранных ситцевых сарафанчиках и стоптанных сандаликах. Рассказ «12 часиков». А город строился и хорошел. Новенькие театры соперничали со столичными собратьями стройностью и белизной колонн, блеском люстр и паркетов, сдержанной роскошью барельефов с гипсовыми книгами, колосьями, лавровыми венками и могучими рабоче-крестьянскими профилями, непременными деталями сталинского ампира. Календарь Майи. Пошли гулять в парк, ностальгировать. Давно были разобраны на металлолом ржавые качели-карусели. Колесо обозрения, постоявшее некоторое время мертвым унылым островом, снесли из-за опасности его падения. И только старые парковые тополя, если прислушаться, хранили эхо шумного веселья тех лет, отголоски запутавшихся в пыльной листве радостных криков и звонкого смеха, духовых умпа-умпа, жужжания карусели. Рассказ «Календарь Майи». У самого Кассандры из имущества кулек с заваркой, кулек с сахаром и обмотанный изолентой пожелтевший кипятильничек в мутном слоистом стакане. Все задвинуто в дальний угол тумбочки и перекрыто полотенчиком.
Отлучаясь в столовую или на минутку в туалет, он каждый раз бдительно лепит на своей койке из одеяла валик. Видимость спящего человека. Рассказ Кассандры. Все боялись Совкиного мужа и не вмешивались в семейные дрязги. Он недавно отсидел и вынес зону непонятные и опасные ругательства. «Скотобаза!» процедит сквозь красную сочную губу. Или «голубятня!» Емко, смачно, вроде не матерно, а жутко. Рассказ, ожидая, женская слеза медленно по кофточке ползла. Будто их, 80-летних, вернули и заперли в пионерском лагере. Но из пионерского лагеря можно вернуться в прежнюю жизнь. А тут возвращаться некуда, разве что на тот свет. И в пионерском лагере не было высокого забора и охраны с вертушкой. Рассказ «Пыльные музыри». Щемило сердце, светло и грустно было наблюдать в какой-нибудь передаче «Вокруг смеха» зал из плохо одинаково серо-коричневого в так называемый совколор одетой публикой. А лица были хорошие, славные, простые и наивные. Люди доверчиво смотрели на сцену, смеялись и хлопали. Такой сплошной, большой ребенок. Рассказ «Пыльные музыри». Замерзают баркасы на Камском песке, и не действует переправа. Но от красных уходит мой дед налегке, а покидая тайком берег правый, и гранаты нащупывая чеку, а под ногами не слышит он треска. Пробирается дед мой тайком к Колчаку, а далеко, далеко от Ижевска, а пробирается дед мой тайком к Колчаку, далеко, далеко от Ижевска. Опустел за войну казенный завод, когда дед мой второй возвратился. Он был красный герой, не щадил свой живот и за счастье народное бился. Пусть наган привычно сжимает рука, но пора за дела уже браться. Дед служил комиссаром в Ижевской ЧК и мечтал о свободе и братстве. Дед служил комиссаром в Ижевской ЧК и мечтал о свободе и братстве. Ах, два деда моих, вам бы сесть за столом с пирогами и четвертью браги. Две похожих судьбы вдруг под разным углом разошлись, превращаясь в зигзаги. Черной дробью рассыпаны здесь рыбаки, и не действует переправа. Вот стою я на льду посредине реки, а какой у нее берег правый. Вот стою я на льду посредине реки, а какой у нее берег правый. Я хочу не сильно вас нагрузить, прочитав некоторые отрывки из рассказа, чтобы вас заинтересовать, а может и заинтриговать, и чтобы вы задались вопросом, а чем закончится этот рассказ? Богатство и бедность, коттеджный поселок и бараки. За речкой находится барак, которого не видно в бурьяне, выросшем выше крыши. Это очень интересное место. Каждую ночь оттуда доносятся страшные крики. «Убивают!» Потом, как ни в чем не бывало, заливисто хохочут и кричат песни. Потом снова «Убивают!» По Андрейкиным расчетам, к утру там должна образоваться гора трупов. Он спрашивает об этом маму. «Господи, хоть бы перерезали друг друга, ты ведь не дождешься. Не снесли свое время, теперь их дустом не выведешь. Привел Бог жить под боком с гадюшником». Все началось с того, что в поселке отключилось электричество. Ждали, что дадут к вечеру. Не дали и к утру, и к вечеру следующего дня. Пытались дозвониться коммунальщикам, и раньше связь была плохая, а тут вообще глухо погрузились в зону вне доступа.
Зато под вечер объявился безногий Спиридон, с Аказией уехавший в город за пенсией еще 2 дня назад и пропавший. У барака его сбросило социальное такси, списанный Рафик с облезлым красным крестом на боку. В прямом смысле сбросила, круто развернулась и прытко умчалась, будто от кого спасаясь. Измученные неопределенностью поселковые женщины заслышали шум машины, перебороли соседскую, классовую, социальную неприязнь, вышли к бараку. Вокруг спирки клубился барачный люд, находящийся в разной степени алкогольного опьянения и похмелья. Переваривали привезенную спиркой из города дикую, невероятную, чудовищную новость. Спирка оглянулся на подошедших чистых, в кавычках, поселковых женщин, глухо повторил, облизнув черно треснувшие губы. Революция. Что? Какая революция? Переворот. Социальный взрыв. Учебник истории читали? Экспроприация экспроприаторов. Мир хижина, война дворцам. В руках восставших почта, телеграф, мосты, мобильная связь. Электричество везде вырубили. Страх, что в городе делается. Мясорубка. Спасибо, кореш на Рафике подбросил. С торжеством оглядел вытянувшиеся лица. Охлопал, ощупал пиджак, весь в чем-то сухом, черно-красном, с отвращением поскреб. Кровь. Не моя. Женщину одну из Мерседеса вытащили. Беременную не пожалели. Что делается? Ох, зверь народ. До ручки довели. Он безуспешно пытался разжечь погасшую папироску. Дрожали, ходили ходуном пальцы. Далее семья пытается выехать из машины. На машине из поселка. И события все более драматический ход приобретают. Из ворот выехали беспрепятственно. Но перед мостом машина на всем ходу дернулась, завертелась как дура. Взвыла, ткнулась в кювет и заглохла. «Приехали!» — весело заключил молодой женский голос снаружи. «Давай, вылазь!» — смыться надумали. Буржуя хитрожопая. Не вышла. Это была Верка. Ну какая нарядная Верка. На ней была кожаная мини-юбка, которую Андрейка видел на тете Ларисе, Туценко. Тетя Ларисины бриллиантовые сережки болтались в Веркиных ушах. Просто так тетя Лариса юбку сережки никому в жизни бы не отдала. Что стало с бедной тетей Ларисой? Рассказ называется «Целуй меня, крошка». Так, ну, куда же деться без любви мужчины и женщины? Офисная работница, ну, старая дева, тут противное название, просто женщина встретилась в санатории с фермером, познакомилась с фермером. Вот кто из вас был в Арзиичах, тот, наверное, знает, что из деревни в санаторий нужно проходить мимо пруда. И весной пруд очень часто разливается и заливает вот эту асфальтовую дорогу. И пройти там, в общем-то, очень проблематично. Познакомились они очень романтическим образом. Этот фермер, он на руках перенес офисную даму Инну на руках. И здесь в санатории Михаил часто взглядывал на свои большие, обвисшие в недоумении руки и жаловался на скуку, на столовскую жирную сладкую пищу, на мягкую бабскую кровать в тесном, как конура, номере. И говорил: ты у меня, Инна, боже, как королевишна жить. Библиотеку пристроили, заведующий клубом. Выпрастывал из простыни, с умилением рассматривал ее узенькую, нежную ступню, прикладывался щекой. Вот так по жизни понесу. Не дам в грязь такой ножкой ступить. Матери моей, Алене Дмитриевне, ты понравишься. Она, как из города приезжает, каждый раз говорит: вот бы мне, Мишка, такую сноху, кралечку городскую, грамотную, ученую, чтоб ни у кого такой не было, только у нас. А тут я приезжаю в санаторий и тебя привожу. Он счастливо смеялся. Часто он рассказывал ей историю. Про щуку вы уже слышали, еще одна история. Утром и вечером по улице стадо гонят, мечтательно рассказывал Михаил. Корова у нас вальяжная, чисто барыня, добрая, кормленная. Как-то я на мочке в райцентр торопился. Не разглядел в тумане, въехал в стадо, слегка поддал одну дуру под зад. Она и сядет в коляску.
Коляска-то со снятым стеклом была. В коляску, бедненькая, представляю, что она почувствовала. Да если ничего. Мыкнула, стряхнулась, да дальше зашагала. Только лепешки пекла. Шмяк, шмяк. Ты лучше спроси, что зять почувствовал. Он же в той коляске сидел. Инна хохотала так, что в стенку осторожно стучали с двух сторон такие же преступно влюбленные парочки. Тихо, не подводите, дежурная по этажу нагрянет. Так, рассказ Кассандра. Тема нынче модная. Стабильности ни в стране, ни в мире нету. Вот, возможно, от этого мне родился такой рассказ. Кассандрой прозвали малорослого мужичка, лысика и живчика, положенного на днях в нашу хирургическую палату. Конституция у него, как у недокормленного 9-летнего ребенка, руки слабые и худые, мышиная мелкая личка морщинистых ромбиков, будто лежал на кроватной панцирной сетке. И на нем лички неожиданно черные, опасные цыганские глаза. То в одном, то в другом углу он дрочливо наскакивает, ввязывается в споры, лезет куда надо и не надо. Обычно в мужской компании с такими разговор недолгий. Чего нарываешься? Зубы жмут? Сейчас укоротим. Прянично-розовый, сильно скошенный горбинкой, как у боксеров носик, отголосок тех далеких разборов. Больше всего Федоскин любит, мрачно сверкая глазами, вещать о катаклизмах и катастрофах. Отсюда прозвище Кассандра. На них он, судя по всему, собаку съел. Излюбленная тема, на которую он подбивает и провоцирует мужиков – апокалипсис. Йеллоустонский вулкан, гигантский астероид, бурый карлик Нибиру, сдвиг магнитных поясов, перегрев Земли, парниковый эффект, обледенение, остановка Гольфстрима, андронный коллайдер, всемирный потоп, инопланетное вторжение, войны, ядерное в мировом масштабе гражданское в отдельно взятой стране и бурно до слюнных брызгов, до хрипоты сжатых кулаков, обсуждение в больничной курилке всевозможных вариантов спасения. Я, главное, говорю сыну, горчится какой-нибудь слушатель, выйди, говорю, из-за компьютера, до костей весь тор, тощий зад, учись руками дело делать, лампочку выворачивать, дрелью сверлить, болгаркой там резать, придет время все будем в норах жить. Откуда в норах электричество? Какая там, лампочка с болгаркой? Напоминают ему. Вот я к слову, я имел в виду, чтобы, мол, руки с того места росли. Нехватка пресной воды и хлеба – тоже любимый конек Кассандры. Он с него часами готов не слезать. В подробностях живописует ужасы, голоды и жажды масштаба всего человечества. Какой-нибудь мужичок пригорюнится. Скоро раньше держали скотины, никогда подворье не пустовало. Ныне тишина, как на погосте. Жена насмотрелась с телевизора. Я не посудомойка, не скотница, я женщина. Мужик очень смешной, похоже, передразнил, пропищал. 60 жизнь только начинается. На пенсию вышла, всю живность под нож пустила. Буду жить для себя, я этого достойна. Огород бурьяном зарос. Ничего, зато над домом тарелка, 100 каналов. Почувствуйте разницу. С утра ни мотыгу, ни грабель, ухватит пульты давай, жарит, только диван под ее пуда не скрипит. И пусть весь мир подождет. До 4 утра жарит, до поместья Сурикат. Сериал такой, вроде бразильского, только там не люди, а суслики. У каждого суслика свое человечье имя. Как интересуюсь, Сурикат твои поживают, кто на ком обженился, психует. 1001 ночь века в исправительной колонии общего режима. Про мою коллегу, про девушку, которая сейчас же модно реалити-шоу решила, газета также устроить реалити-шоу в колонии. А почетное право принять участие в реалити-шоу «Женская зона» мы предоставим корреспонденту редакции «Криминальной хроники» Тутышкиной. Вот так. Не давайте, попросим, не бросим жребий, не поставим на голосование, наконец, на утвердительной безапелляционной форме. Примет участие и точка. Хотя если голосовать, все равно изберут ее, Янку Тутышкину. И бросить жребий тоже выпадет ей. Такая она по жизни невезучая. Первый день работы в областной телестудии Янке устроили боевое крещение. Намекнули, что неплохо бы проставиться, обмыть устроиться на работу. Не ешь, не дышишь, не пьешь, не пишешь. Известная журналистская присказка, подмигнул Янке режиссер с голубыми, как у феи, дымчатыми волосами. И развел руками, искать, куда денешься, обычаи, святое дело. Но раз обычаи, Янка поплелась в ближайший винно-водочный. Спала она в просак, а
реалити-шоу «Женская зона» закончилось печально по форс-мажорным обстоятельствам. И последний рассказ, он пока у меня самый любимый, потому что, наверное, свеженький. Я его сюда засунула буквально в последний момент. Девы были взволнованы, как лесное озеро в грозу. Спасибо классику. В данном случае под взволнованными девами подразумевается женское население дома престарелых. Да что там, даже персонал потянулся, даже одинокие врачихи в возрасте. Одернули халаты, сделали выговор сестре хозяйки за плохую глажку и непростиранное пятно. С хрустом развернули артрозные плечи, выпятили увядшие груди, рано списывать еще хоть куда, сковырнули с опухших ног тапки, вытащили из-под кушеток пыльные туфли. В дом престарелых поступил новый жилец – мужчина. Потертые голубые джинсы, под кашемировым пиджаком жилет красивой ручной вязки. Полосатый шарф трижды обвернут вокруг шеи. Высок, худощав, крепко надушен. Уцелевшие серебряные пряди хорошо промыты и тщательно расчесаны. Ходит, опираясь на трость. Официантке сказал «голубушка», чем завоевал ее вечное расположение и добавочную котлетку на обед. Попросил себе отдельную тарелочку. На ней, мятой алюминиевой ложкой, делил котлетку на микроскопические кусочки и изящно отправлял в рот, осторожно жевал вставными зубами. Ах, какой мужчина! Да, зима была холодной, и летели по городе стаи снегирей голодных на калину в палисаде. За стеклом окошко наших вьюга хлопала в ладони, и допил я печку дважды, чтоб тепло держалось в доме. Мы с котом в окно глядели на дорогу, на калину. Брызги красные летели вниз на снежную холстину. Стужа высунула жало, жалость людям горбит спины. Если б ты не приезжала, было бы невыносимо. Стихнет стужа, дым пожиже, над трубой кольцом завьется. Назовется это жизнью и любовью назовется. Да, зима была холодной, и летели по городе стаи снегирей голодных на калину в палисаде. Вот у вас как сборник, это как рассказы получается? Что вы помните, или свое это, или кто-то рассказывал? В смысле, что со мной произошло? Ну, как сюжет Себя называйте. Как сюжет рождается. Глава семьи поэтов Илюшин. Я считаю ошибкой, когда с героями ассоциируют автора. Чаще всего я ставлю себя на место героя, вот просто внутрь его выселяюсь, и как он себя чувствует. А откуда берутся? Ну, во-первых, журналистика. У меня очень, очень много материала там. Встречи с людьми, поездки, каких только людей не увидишь. И учителя, и доярки, и бухгалтерши, и медсестры. Вот. Да, что где-то что-то услышишь, допустим, да. Такое тоже есть. А бывает, что некоторые сюжеты уже прям как великому человеку снятся. Бывает такое, в одном из двух рассказов. Такое есть. А многие говорят, Надежда Георгиевна, что журналистика губит прозаика. Потому что вот такая текучка, постоянно работа по заказам. Да, это часть его правда. А мне кажется, что вот сейчас нет такого жанра, где бы слияние рассказа и, допустим, очерка. Вот нет такого. А мне кажется, что в моих рассказах такое слияние есть. И это очень здорово, потому что вот мы смотрим телевизор, и
хочется видеть актуальное, хочется читать о том, что вокруг нас. Вот, не что-то там выдумано, а что действительно произошло. И все рассказы, все, ни одного здесь выдуманного нет. В каждом подоплека практическая. Ну, кроме башни, наверное, да? А башня аттракционов? Да. Ну, у нас в Глазове, например, есть это, не башня называется, нет, не водонапорная, ТЭЦ. Огромная, по-моему, она 250 метров высотой. Если близко к ней подъехать, она просто, вы знаете, сейчас у меня тут закрыто, нет, даже хотела зачитать, да. В общем, это башня символ разрухи Советского Союза. Вот совершенно грандиозная, огромная. И ты понимаешь, что туда были вбуханы миллионы. Это вот перед въездом, да? Миллионы Перед въездом, советских. ладно. Нет, не перед въездом. Перед въездом? Это, знаете, где Химмаш. Да, миллионы советских рублей туда вложены. И все это растащено. И там вот есть такой градирный цех, огромной величиной со стадион. Вы только подумайте, его простроили, и его весь растащили, практически весь. И вот эти глыбы, вот эта арматура, громадная арматура величиной в трехэтажный дом. Ты понимаешь, что из себя представлял Советский Союз и что с ним сделали. Вот, и, в общем-то, мне даже хотелось написать, посвящается башне ТЭЦ, но это как-то. Вот, так что башня аттракционов. А про маньяков там главное лицо маньяк, который прячется в этой башне. Ну, тема тоже сверхактуальная. И именно мать маньяка и сын маньяка. Вот у меня эти отношения. А вы считаете наличие вот подлинных героев достоинством, да? Что вот это на фактической основе стоит? Я считаю, что в нынешнее время да. А Надежда, прагматичная. Вопрос догонку. А вот в других городах подобное тоже, наверное, существует. Вы пробовали читать эти рассказы и давать читать эти рассказы людям из совершенно других регионов? А вот не получилось. Нет, подождите. Потому что я, например, вот совершенно я про юг Удмуртии могу сказать, что подобные черточки. Здесь, в Ижевске, вот из того, что вот я, то, что мне вот Наташа писала. Это может библиотека вступить в разговор. Мне кажется, это Дело в том, что Надежда Георгиевна читает москвичи, потому что в каждой, я не знаю, периодичность выхода, да? Каждую неделю, Моя семья каждую что? Каждую неделю, да. Печатает один рассказ сидящего перед вами автора. То есть Москва читает, можно найти в интернете, это выложено. Да, там есть страница, да, 2 уголка, где пишутся художественные рассказы. На 3-й странице, на 26-й. Вот. Там печатаются нас 5-6 человек. Один профессор МГУ, вторая, возможно, вы даже ее видали в сериалах, но она играет эпизодические роли, пишет она очень хорошо, Наталья Старых, москвичка. Есть Виктория Райхер, которая живет в Израиле, и есть афганец, поэт, военный врач Владимир Бут. В общем, нас там немного, и мы пишем стабильно. Вот. Нас читают, эта газета печатается и в Москве, и в Казахстане, и в Украине, в Беларуси печатается. Так что, в общем-то, пишут, да. Пишут. Вы получали литературные премии? А? Литературные премии есть? А я не участвовала в конкурсе. У меня к ним предвзятые отношения. Надежда, письма какие-то приходят или по интернету, или... Нет, приходят даже и посылочки приходят, да, когда варежки. Варежки красивые, рукавички, да, прислали, чтобы руки не мерзли. А пишут что? Пишут очень хорошие слова, пишут, и я поражаюсь, что сейчас еще пишут письма. Письма даже? Да, письма в письменном виде. Да. Ну, через электронный я тоже нашла друзей, вернее, подруг, да. 3-4 подруги у меня есть, образовались из Кабардино-Балкарии, из Калининграда. То есть вот география, она так вот широкая. Но вот меня очень умиляют вот эти
письма действительно вот этот жанр, который уже, в общем-то, можно сказать, что ну, пишут. Так что связь есть, да. Это 5-я книга. Это много. 5 книг, 5 достаточно объемно. Это работа каждый день? Нет. А как это происходит? А рассказ как? Или книга? Нет, Книга собирается. как вообще пишется? Как пишется, да? Ну, раньше, наверное, я писала по вдохновению. Да. А сейчас просто это мой кусок хлеба. Вот, и я знаю, что интересно читать людям. Что интересно читать, и стараюсь брать такие темы, стараюсь брать таких героев, чтобы рассказ был читабельный, и чтобы он всколыхнул. Вот, там же рассказы обсуждаются в электронном виде на форуме. Меня там очень часто ругают. За что? Очень много хвалят за чернуху. За правду жизни? Да, что много чернухи. Ну, и вот в последнее время даже редактор пишет, почему вы оптимистические концы ставите. Да, что не идите на поводу у читателей, иначе вы сами собой не будете. Добрый вечер, меня зовут Сергей. Я вот хотел спросить, любой писатель, в общем-то, пишет или чтобы заработать деньги, или чтобы быть знаменитым, там, тщеславие, так скажем, да, вот, чтобы удовлетворилось его. Может быть, еще какие-то есть, я не знаю, вот у вас какие, что вами движет? Стимулы, да? Да, стимулы. И если это тщеславие, то вот удовлетворены ли вы тем, что получаете какой-то отклик? Насколько удовлетворены? Нет, я совершенно не удовлетворена. Но чем меньше у меня, вот, как сказать, вот, я не могу сказать, что здесь мало народ собралось, но тем дороже вы мне. Вот, потому что пришли люди, которым я интересна. Насчет, да все, по-моему, тщеславие, оно вообще в основе всего, мне кажется, в мире. Ну, я возможно, ошибаюсь, конечно, но особенно у творческих людей. Особенно в молодые годы я от этого страдала. А сейчас я отношусь к этому. То, чего я добилась, это мое. Вот. Да, они мне дают кусок хлеба, эти рассказы. И если раньше я писала, не знаю, выйдут, не выйдут они, то сейчас я уже сажусь и знаю, что рассказ будет напечатан. Возможно, меня немножко они в чем-то проиграли от этого, но читателей зато больше стало. Может, я перед собой в чем-то проиграла. А сколько у вас сейчас читателей? Сколько читателей? Ну, в интернете же Нет, пишут там, сколько прочитал. если у газеты почти миллион тираж, а газету читает человек 4, то в общем 4 миллиона это прочитывают. Рассказ этот прочитывает. Но я себя утешаю тем, что, ну, подумаешь, Чехов тоже писал газетные рассказы, О. Генри писал газетные рассказы. У вас есть облик своего читателя? Молодой он или старый? Живет в глазу? Кто там он? Мужчина, женщина? Кому-то вы обращаетесь? Ну, конечно, в основном у меня героини женщины, раз я сама женщина. Я пишу про девочек, я пишу, знаете, какая есть работа, профессии ключевые. Знаете, слышали, да? Девочки, которые на дорогах голосуют, да, голосуют. Вот я пишу про девочек. И пишу про женщин. А сейчас я в пенсионный возраст вступила и заметила, что у меня бабушек больше стало. Ну, это героини. А кто вас читает? А кто меня читает? Вы их представляете? Ой, вообще-то в основном, я думаю, читают женщины, хотя я знаю одного человека, да, журналист, который я очень уважаю, он говорит, ты знаешь, вот я в поезде ехала и читала, говорит, ну ничего не говорит, не женские. Мне было очень интересно читать. Ты напрасно говоришь, что они женские. Ты говоришь, сужаешь свою аудиторию. Вот так, да.
же всех своих героев. Конечно. Потому что это как мои дети. Вот рассказы мои дети, да, вот он родился, и ему хочется сразу же дать дорогу. И вот эта дорога вот в этой книге, вот пока она лежит, она спит. А когда я возьму читать, начну читать, она просыпается и живет. Доме закрывают, нас снова засыпают до следующего раза. То же самое мои герои, они как бы засыпают, да, вот они находятся здесь вот. Вот. Люблю всех, даже отрицательных. Потому что всех же, мы же все любим своих детей, какие бы они ни были. Но бывают более любимые, а бывают, поселение без называется. Конечно, люблю. А работать над языком и стилем специально отдельно вы считаете необходимым? Добиваться каких-то там стилистических особенностей? Но я считаю, что когда я читаю книги других авторов, вот раньше я работала в газете, у меня не хватало времени, а сейчас, вот особенно когда болела, то я просто вот такие вот охапки привожу домой. И читаю. Мне кажется, это самое лучшее. Мне кажется, это самая лучшая школа. И самое лучшее оттачивание стиля. Потому что некоторые читаешь просто с белой завистью. Да. Некоторые удивляют, что, господи, вот это печатают, по всей стране распространяют. Да. Ну, такое тоже бывает. Помимо просто откликов, есть критическая статья? Какой-то разбор? Нет, специальных не было? статей не было. Нет. Только там. Но зато уж, знаете... читательский отклик намного может быть важнее. Я прошу прощения. Приезжала Юрицкая, и в каком-то из своих интервью, либо в Паркине, либо в университете, она рассказывала о своей близкой подруге. То есть, вот я вошла, я понесла, я отдала, мне сказала и так далее. То есть у нее рядом есть человек, которому она в первую очередь отдает свои тексты. Если у тебя такой, если у вас такой человек? К сожалению, у меня нет такого человека. То есть у меня есть подруга, которая пишет сама. Нет, она пишет сама, но она как бы очень ревниво относится. То есть она дает, допустим, мне свои. И однажды я сказала ей, то, что решила правду. Это была такая обида. И сейчас я ей лжу, честно говоря. Вот. И, нет, она не лжет, потому что я человек не обидчивый, она знает, что я и не такое выношу. Вот. И нет, у меня нет, к сожалению, такого человека. Сестра есть, которая не пишет, но у которой есть вкус. Она умненькая, точненькая, замечания делает. Но она мне говорит, почему ты светло не пишешь? Почему ты вот какие-то там безысходности есть? Есть редактор той же газеты «Моя семья», который такие хорошие слова пишут, которые просто окрыляют. Насколько серьезна редакторская правка в «Моей семье»? Совершенно. Никакой, абсолютно только сокращают так. Это видно по языку книги, да? Нет, вообще нет, абсолютно даже неправильно так. Они либо там к ним же приходят, там пишут там много, либо берут, либо не берут. Если взяли, то уже в таком виде, как он есть. Надежда, когда-то в Глазове были очень сильные авторы, а сейчас вы с кем общаетесь? Кто-то уехал, кого-то уже нет. Вы знаете, там полностью, вот в «Удмуртской правде» недавно была статья как раз об ушедших авторах, очень сильных. Вот. В Глазове именно? Да, именно в Глазове, да. Так там и Витя Мирный, и Шагимардан, и там пошло-поехало. Да. К сожалению, их уже нет на свете. Причем прямо даже какой-то рок начинаешь верить. Вот Людмила Мамаева, которая писала об этих первых литературных объединениях, о том, как сверкали глаза, как пересыхали языки, как говорили обо всем. Вот, и совершенно нелепая смерть, когда она каталась с горы это поэтесса, каталась с горы на этих ватрушках, она сломала руку. Вот, сломала руку, и в больнице, пока лежала, она подхватила какую-то, она заболела гриппом и умерла от гриппа.
просто поразительно. Она молодая женщина. И сейчас там нет литературного объединения. То есть собираются по средам литературное Смелков, да? гостиное. Смелков, да, вы все знаете. Да. Смелков мне сегодня по телефону говорила, они издают книгу, на днях получают. Альманах. 60, да, авторов глазовских. Да. Вы в своем творчестве вот, считаете высшим достижением, какую мечту, так скажем, ставите? Ну, цель, задачу, самую главную. Я пробилась к своему читателю через вот эту газету «Моя семья». А когда человек пишет не в стол, он знает, что это прочитают, знаете, это ну, просто здорово. И я считаю, что от того, что я добилась, это немало. Где редактор «Моя семья»? Надо на руках покачать. Вот такое, да. Надо написать ему письмо благодарное. Обязательно напишем. А вот еще меня тут спросили, а на роман замахнуться не хотите ли? На роман Да. не получится. То есть у вас другая форма. Никак не получится. Я пыталась из этих вот рассказов создать роман. Да? Потому что когда я в одно время рассылала рассказы по издательству, мне сразу же говорили, нам нужен роман. Они даже не читают рассказы. Вот, пожалуйста, роман. А еще как добивка, можете там Речь рассказать. идет об Эксмо, да? Об издательстве Эксмо. Я, по-моему, бомбардировала несколько. Да, может быть, даже 5, и некоторые не отвечали, а вот некоторые отвечали в таком духе. Я села и попробовала, как из кубиков лего собрать роман. Вот. Но нет, не получается. Я же написала, что известно, что рассказ это тот же роман, из которого как следует прижили в воду. По-моему, кто это сказал из поэтов? Ой, из писателей, не помню. Помню, что это? Толстые романы хороши в позе дальнего следования. Век скоростей, будущий за коротким рассказом. Я вот так. И, между прочим, я немножко угадала, потому что сейчас молодые, я заметила, вот жанр рассказов они предпочитают. То есть короткой прозы становится все больше.